الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, продолжаем с вами изучение суры Аль-Кахф, пещера. Последнее, о чем мы разговаривали, это было качество человека, о том, как он часто препирается, о том, как он часто спорит, даже порой, когда ему делают дельные замечания, его хотят поправить. Часто человек не воспринимает данное замечание, он начинает оправдываться, препираться, а порой, хотя ему лучше было бы принять и, возможно, поблагодарить того человека, который сделает ему наставление и замечание. Также упомянули историю сотворения Адама, алейхиссалям, и то, что произошло с Иблисом, который возгордился и свое величие, которое он приобрел, знание, оно не помогло ему, а лишь наоборот ухудшило его положение. И тут Аллах Субханаху ва Тааля приводит историю противоположной этой, показывая, что истинное величие, оно не отворачивает от соблюдения повелений, а наоборот подталкивает к соблюдению и совершению повелений. И это история Мусы, алейхиссалям. Что значит подталкивает, а не мешает? Иблису то величие, которое он приобрел, это его знание, он не распорядился им так, как следовало. Он возгордился, сам обольстился и, как следствие, не смог признать свою ошибку, не смог признать свое, скажем, отсутствие своего превосходства в чем-то, когда Аллах Субхану ва Тааля повелел преклониться перед Адамом. А здесь же история Мусы, алейхиссалям, которому его величие, его знание, наоборот, побудило его к совершению одобряемого. Что это за история? Это история о том, как он направился на поиски раба Аллаха, знающего больше, чем Муса, алейхиссалям, в определенных вопросах. Знающего больше, чем сам пророк и посланник Аллаха, Субханаху ва Тааля, к народу Бану Исраиль. Есть человек, который знает больше него. И Аллах говорит: «Ваид каля Муса ли фатаху لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا». И помяни историю о том, как Муса сказал своему прислужнику, своему спутнику: «Я не перестану идти до тех пор, пока не дойду до места слияния двух морей, если даже буду идти долгое время к этому». Предыстория этих событий приходит в хадисе. В хадисе, достоверном у имама Аль-Бухари. В сборнике у имама Аль-Бухари приводится хадис. Что это за хадис? Что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям,
сказал: однажды Муса, алейхиссалям, Муса ибн Имран, посланник Аллаха Муса, выступая перед своими последователями, совершая хутбу, ему задали вопрос: «О Муса, есть ли кто-то более знающий, чем ты?» «О Муса, есть ли кто-то более знающий, чем ты?» И Муса ответил: «Нет». И Аллах Субханаху ва Тааля за данный ответ Мусы Он упрекнул его. А ведь следовало Мусе сказать: Аллаху а'лям, Аллах знает лучше. То есть приписать знание самому Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. А Муса ответил: нет никого более знающего меня. И Аллах Субхану ва Тааля упрекнул его и сообщил ему: Муса, ты в этом вопросе ошибся. И есть человек, один из моих рабов, который знает больше, чем ты. И Муса спросил: а где же мне его найти? То есть, смотрите, его величие, его знание, он пророк, посланник, он посчитал, что нет никого более знающего него. Однако, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал ему, что есть кто-то лучше тебя, то есть, таким образом, его положение, его величие, оно потерпело унижение. И как поступил Муса? До этого Иблис, считавший себя лучшим, также, когда его положение было унижено, потерпело унижение, он проявил высокомерие и тем самым обрек себя на проклятие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А здесь же Муса, когда его величие, он считал, что он знающий, самый знающий, когда его вот это величие потерпело унижение, оказалось, что он не самый знающий, что он поступил? Как поступил? Он спросил: а где этот человек? Для чего? Для того, чтобы восполнить то отсутствующее знание, которое у него нету. То есть истинное величие человека, когда он не проявляет высокомерие и самообольщение, и тем самым вот это самообольщение, высокомерие мешает ему для дальнейшего развития и увеличения своего знания и богобоязненности. А истинное величие, когда наоборот оно его побуждает. Это и есть показатель того, что человек велик. Ведь он ищет дальше возможности развития и получения знаний. И Муса, алейхиссалям, спросил: а где же мне найти этого раба? И Аллах Субханаху ва Тааля ему сообщил: ты найдешь его в том месте, где сливаются два моря. И в том месте, когда ты потеряешь запасы рыбы, которые ты припас для путешествия. Аллах Субхану ва Тааля ему таким образом поведал. Это все приходит в Сахихе Аль-Бухари, в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи салям. И таким образом Муса, алейхиссалям, сказал своему спутнику, своему прислужнику, то есть тому, кто прислуживал у него и постоянно следовал за ним. Кто же это был? Это был следующий пророк после Мусы, Юшу'ъ ибн Нун. После смерти Мусы, алейхиссалям, он занял его место и стал следующим пророком в народе Бану Исраиль. И он возглавил народ Бану Исраиль после смерти Мусы. Юшу'ъ ибн Нун звали его. И когда Муса был жив, он постоянно за ним следовал, обучался у него и прислуживал у него. И вот он ему сказал: я не перестану идти. Когда ему пришло сообщение, что есть в том-то месте такой-то человек, знающий больше тебя, Муса говорит ему: я отправляюсь в путь. И я не перестану идти, пока я не дойду до этого места. А я непременно дойду, даже если на это мне понадобится хукуб. Хукуб с арабского — долгий промежуток времени, долгие годы, даже если мне понадобится, я все равно до оттуда дойду. Для чего? Для увеличения своего знания. Муса, алейхиссалям, хотел восполнить тот недостаток знания, который у него был.
И таким образом Муса, алейхиссалям, и Юша ибн Нун собрались в путь и запасли с собой рыбу в корзине, рыбу в корзине, как провизия для путешествия. Почему именно рыбу? Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал ему: ты найдешь моего раба там, где ты эту рыбу потеряешь. И потеря рыбы будет знаком того, что это правильное место. Именно туда он должен был прийти. И они направились в путь. Маджма аль-Бахрайн – место слияния двух морей. Касательно этого ученые привели различные мнения. Что же это за место? Однако все они сходятся к мнению, что это земли вокруг земель Палестины. Земли вокруг земель Палестины. Одно из мнений то, что это место между Красным морем и Средиземным морем. Также есть мнение, что это устье реки Иордан, где оно впадает в Тивериадское озеро. Тивериадское озеро, и туда, где впадает река Иордан, сказали, вот это место. Однако все эти места – это земли Палестины, и в одном из этих мест Муса, алейхиссалям, и обнаружит этого раба. Значит, они пошли в путь, и далее говорит: فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. И когда они дошли до места этого слияния двух морей, двух вод, они насия хутахума, забыли о своей рыбе, забыли проследить за ней. Они дошли до определенной скалы и легли отдохнуть, поспать. И таким образом они забыли проследить о своей рыбе. Муса, алейхиссалям, заснул, а Юша ибн Нун же не спал, как говорится. Не спал, и он был свидетелем удивительного события. Рыба, которая была уже долгое время мертва, которую они заготовили, она от касания морских вод, по берегу которой они шли, она ожила. Где-то в некоторых риваятах приходится, что там был источник воды, от касания которого рыба, находящаяся в корзине, ожила. И из корзины она направилась к морю, где волны моря, они образовали подобие тоннеля, по которому все эти рыбы без каких-либо препятствий, они вошли в воду. И Юша ибн Нун был свидетелем этих удивительных событий. И об этом говорится: «Насия хутахума», и они забыли о своей рыбе, «фаттахада сабиляху фил бахри сараба», и эта рыба нашла себе путь в море, сараба, через подобие тоннеля. Через подобие тоннеля. Однако, что произошло? Муса, алейхиссалям, этого не заметил. Да, корзина. Не было видно, корзина, она была закрывающейся. И, получается, они даже не заметили. А Муса, алейхиссалям, не понял, что рыба исчезла. А Юша ибн Нун забыл сообщить о том, что он увидел. Об этом чуть дальше поговорим. И что говорит Аллах? «Фалямма джаваза каля ли фатаху». И когда они место это прошли, остановились, переночевали, рыба. У них как раз они потеряли рыбу. Они это место прошли дальше. И через определенное время Муса, алейхиссалям, говорит: «Каля ли фатаху», сказал своему спутнику, прислужнику: «Атина гадаана», дай нам наш обед. Доставай обед. И что он сказал? «Лакад лакина мин сафарина хада насаба». И тогда вспомнил Юша ибн Нун о том, что рыба-то, она ушла, и говорит: «Каля араайта ид авайна иля сахрати, фа инни наситу лхута,
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Он говорит, помнишь, мы остановились в том-то месте. И я увидел удивительное событие, однако забыл тебе об этом сообщить. О том, что рыба таким образом покинула, ушла. فَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ. И меня попутал, и я забыл по причине никого иного, кроме как шайтана. Я забыл сообщить об этом из-за шайтана. Как это трактует? Значит, помимо этого события, Юша ибн Нун по причине васваса от наущевания шайтана он на что-то еще отвлекся. На что-то отвлекся так сильно, на какие-то другие мысли, что когда Муса, алейхиссалям, проснулся, Юша забыл ему сообщить о том, что рыба ушла, и это как раз то место, которое мы ищем. Это является свидетельством тому, что шайтан пытался помешать встрече Мусы, алейхиссалям, с тем человеком, который знает больше в определенных вопросах. И тогда Муса сказал: «Вама ансаниху илля шайтан», и меня, я забыл по причине шайтана упомянуть это. «Ваттахада сабиляху фил бахри аджаба», и рыба, она направилась в путь к морю удивительным образом. Фил бахри аджаба, направилась удивительным образом. До этого аят идентичный приходит «Ваттахада сабиляху фил бахри сараба». А здесь «Ваттахада сабиляху фил бахри аджаба». Меняется лишь одно слово в конце. Первое предложение было, и оно направило свой путь, взяло путь к морю через тоннель. То есть это уже в отношении рыбы. Каким образом оно ушло в море. А здесь говорится «Ваттахада сабиляху фил бахри аджаба», и оно взяло путь к морю удивительным образом, то есть это было уже по отношению к Юшу'у. Это его удивило, это было чудесное знамение. И Муса тогда воскликнул: «Каля залика ма кунна набги». Он сказал: это и есть то, что мы ищем. Это и есть то, что мы хотели. Набги. Фартадда аля афарихима касаса. И они вернулись по своим следам к тому месту, где они были. В том месте, где они остановились на отдых, где Муса поспал и где рыба ушла, они вернулись туда обратно по своим следам. И что же они там обнаружили? Кого они там обнаружили? Аллах говорит: فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. И они обнаружили там одного из рабов, наших рабов. Раба из наших рабов. Это был человек. И мы даровали ему милость и обучили ему знание от нас. Мы даровали ему милость и обучили его знаниям от нас. Что же это был за человек? В хадисе имама Аль-Бухари, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подробно рассказывает эту историю, он сказал, что это был Аль-Хадир. По-арабски Аль-Хадир. Или Хидр, как мы привыкли называть. Или по-татарски Хузр, как часто распространено. Значит, Аль-Хадир или же Хидр ждал их там. И Муса, алейхиссалям, сказал: «Ассаляму алейкум», поприветствовал его. И Хидр удивился приветствию Мусы, потому что не ожидал увидеть в этом месте человека, который поприветствует его именно таким образом. В таком месте не бывало. Люди таким образом друг друга не приветствовали. И тогда Муса сказал: «Я Муса, я Муса». И Хидр спросил: «Муса из народа Исраиль, из израильтян, Бану Исраиль, из народа Исраиль?» Муса сказал: «Да». Кто такой Хидр?
Касательно Хидра, ученые разошлись во мнениях. Был ли он пророком, или же был он одним из праведных людей, которым Аллах Субханаху ва Тааля дал чудо, знание того, что другим не дано. И Аллах знает лучше. Ученые говорят, что возможно более достоверное, сильное мнение в том, что Хидр был все-таки пророком. И они приводят доказательства правоты своего мнения, аяты из Корана. Аяты из Корана, сильным из которых в конце истории мы этот аят упомянем, где Хидр говорит: «Вама фаальтуху ан амри», я все, что мы с тобой прошли, и все, что я совершал, я не сделал по своему мнению, по своему желанию. Это все от Аллаха Субханаху ва Тааля, знание, которое мне передано. А знание от Аллаха Субханаху ва Тааля, пришедшее посредством вахи, откровения, приходит к пророкам. И другие аяты также они привели. И также говорят, что Муса, алейхиссалям, пророк и посланник, он не должен был бы брать знания у праведного человека. Пророки, они выше, чем праведные люди. Однако Муса, алейхиссалям, пророк и посланник, он брал знания у Хидра. Следовательно, Хидр должен быть ровнее ему, чтобы брать у друг друга знания. И другие доводы они об этом приводят, что Хидр все-таки был пророком. Однако он был пророком, да, к другому народу. И он не был из народа Мусы, алейхиссалям. И поэтому он не подчинялся его законодательству. Мы знаем раньше, до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каждый пророк приходил к определенному народу. И лишь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям. И так часто бывало, что в разных поселениях могли быть разные пророки. Их законодательство в некоторых вопросах могло даже отличаться. Неизменным являлось их вероучение, акида, вероубеждение. Каждый из них призывал к вере в единственного Аллаха, субхану ва тааля, к таухиду, единобожию. И таким образом встретились Муса, алейхиссалям, и Аль-Хадир. Муса нашел этого человека, о котором ему было сообщено, что он знает больше. И как же Муса отреагировал, встретившись, познакомившись с ним? Он спросил у него: «قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا?» Можно ли я буду сопровождать тебя, буду твоим спутником, чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пути? Ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пути или из прямого пути. Смотрите, как вежливо Муса, алейхиссалям, обратился к этому человеку. Он посланник Аллаха, он пророк Аллаха, Муса. Он не потребовал: «Я посланник Аллаха, обучи меня тому знанию, которое у тебя есть». Нет. Он попросил у него разрешения сопровождать его в пути и быть ему спутником. И это один из этикетов, адабов того, как ученик должен обращаться к своему учителю. Ученик, который пришел получать знания, он не может требовать. Он должен проявлять скромность и просить это знание. Ведь знание, оно велико. И он тем самым проявляет покорность не перед учителем даже, а перед тем знанием, которое дает учитель. И таким образом Муса спросил у него: «Можно ли я буду тебя сопровождать, чтобы ты научил меня тем знаниям, которым ты обладаешь, о которых у меня нет познания?» На что Хидр ему ответил: «Каля иннака лан тастати'а ма'ия сабра». Он сказал: «Ты
не сможешь проявить со мной терпение. Ты не сможешь проявить со мной терпение. Ученые говорят, Хидр, несомненно, был рад тому, что пришел человек, который хотел обучиться у него знаниям. Ведь каждый, кто обладает знанием, он это знание должен передавать другим и обучать его. И когда кто-то приходит к нему с желанием обучиться этому знанию, каждый обучающий этому радуется. Ведь тем самым он зарабатывает еще большие награды, обучив человека благому. Каждый раз, когда тот человек совершает это благое, обучившему также идет награда. Однако вот эти слова Хидра, что ты не сможешь проявить со мной терпение, это предупреждение Мусе, алейхиссалям, что ты можешь со мной пойти. Однако знай, ведь это может противоречить тому шариату, тому знанию, тому законодательству, которое было ниспослано тебе. И также говорит, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا. И как же тебе проявить терпение к тому, о чем у тебя нет знания? Как же тебе проявить терпение к тому, о чем у тебя нет знания? Отсюда также берется один из этикетов или методологии даже того, как учителю следует подготавливать своих учеников к освоению сложной информации. Заранее подготовить словами. Сейчас сложный вопрос, нужно особое внимание, возможно, не все его поймете. Что это? Это все, наоборот, укрепляет внимание слушающих. Он начинает думать, а что это такое? И начинает уже более внимательно слушать учителя, чтобы информация قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Муса сказал, ты непременно найдешь меня терпеливым с дозволения Аллаха, и я не буду ослушаться твоих повелений. Ты найдешь меня терпеливым, инша Аллах. Он добавил инша Аллах, потому что он не знает, как он себя поведет. Однако на данный момент он думает, он убежден в том, что он сможет проявить терпение. Однако это действие в будущем. Он не знает, что произойдет. И также, говоря слова «Инша Аллах», он тем самым показывает свою скромность и покорность перед Всевышним Аллахом. Он не самообольщен и не самоуверен. Ведь зачастую человек говорит «я смогу», «я сделаю», и тем самым проявляет самоуверенность и не уповает на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А человеку нельзя быть самоуверенным. Верующий полагается всегда лишь на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А самоуверенность, самообольщение, она приводит лишь к погибели. Значит, Муса здесь обещал две вещи. Первое – быть терпеливым к тому, что ему предстоит увидеть. И второе – «Ля а'си ляка амра» – не ослушаться его повелений. Не ослушаться того, что скажет или сделает Аль-Хидр. И далее Хидр говорит: «Каля фа'ин иттаба'тани, фаля тас'альни ан шей'ин, хатта ухдита лака минху зикра». Тогда Аль-Хидр сказал: «Хорошо, тогда,
если же ты все-таки последуешь за мной, то не спрашивай у меня ни о чем, ан шайин, до тех пор, пока я сам тебе не поведаю об этом. Не спрашивай у меня ни о чем, пока я сам тебе не поведаю об этом. Это тоже одно из этикетов получения знаний и обучения, чтобы ученик не перебивал учителя, чтобы он до конца сначала дослушал информацию, которая ему передается, выслушал все, что хочет сказать учитель и донести, и уже потом, если остались вопросы, задавать вопросы. Ведь как часто бывает, человек, не дослушав, посередине урока перебивает, хотя в плане учителя было дать ответ на этот вопрос чуть попозже. И таким образом ученик, перебив, он мешает, отвлекает учителю и ходу урока, и ходу обучения, если он нетерпелив. И вот это предыстория того, как Муса, алейхиссалям, встретился Аль-Хадр. Все это описывается подробно в хадисе, который передает имам Аль-Бухари от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, иншаллах, на следующей лекции мы уже детально разберем, что же было такого, что же произошло, и что сделал Аль-Хадр, на что у Мусы не хватило все-таки терпения. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله